Есть на становом хребте река, очень быстрая она, не глубока, и течет Алангро среди гор. Есть поселок там, Серебряный Бор. Это мы покоряли тайгу, на работу мы шли сквозь пургу. Нерюнгринскую строили ГРЭС, трубы тянутся ее до небес. Первый блок стали мы в декабре, сосны стройные все в серебре, и запели в мороз провода. Электричество дали тогда. Есть на становом хребте река, очень быстрая она, не глубока, и течет Алангро среди гор. Есть поселок там, Серебряный Бор. У меня ГРЭС ассоциировалась с двумя огромными трубами, похожими на жезл сотрудников ГИБДД. Больше я о станции ничего не знал, но узнать хотелось, и я мужественно боролся за место в автобусе. По дороге домой я задумался о своей будущей профессии, и вариант стать теплоэнергетиком показался мне очень даже ничего. Чубайсом я, конечно же, не стану, но попытаться, думаю, стоит. Комплекс ГРЭС чем-то напоминает живой организм. Генератор сердца, висящий на потолочных балках котел – легкие, нагнетающая кровь – горячий пар. Есть и мозг, блоки управления, через которые при помощи сложнейшей электроники и компьютеров координируются все процессы жизнедеятельности ГРЭС. И бесконечные нити кабелей опутывают станцию, как нервные волокна. Работа здесь не замирала ни на мгновение. Прежде чем выйти из здания ГРЭС, мы некоторое время стояли в помещении, где находились электрофильтры. Гигантская полость, как огромный резонатор, усиливала звуки, и постепенно возникало странное ощущение, будто здание дышит. 20 лет. По человеческим меркам срок немалый. Но и сегодня в Нерингре живут многие из тех, кто своими руками, своими знаниями, своими организаторскими способностями возводил жемчужину энергетики Южной Якутии – Нерюнгринскую ГРЭС. Имя этим людям – ветераны. Они не хуже любого историка-летописца расскажут вам о том, как это все начиналось. В своем фильме мы постараемся воссоздать атмосферу того времени, первостроителям напомнить, а молодежи рассказать о том, как в суровых условиях Крайнего Севера была построена ГРЭС. Жарким июльским днем 1974 года желто-голубой вертолет Ми-8, покружив над становым хребтом, опустился на долину с венкийским названием Алангро. Комиссия, в составе которой был и будущий директор еще не построенной станции Дмитрий Владимирович Букин, выбрал именно это живописное место под строительство ГРЭС. Впрочем, красота, как всегда, оказалась обманчива. Природа и здешний климат не позволяли энергостроителям расслабиться. Вечная мерзлота, заболоченность, высокая сейсмичность площадки, расположение ее почти 1000 метров над уровнем моря, большие перепады температур от минус 60 градусов зимой и до плюс 30 летом. Долина Лангро так просто не сдавалась. Приходилось работать, как говорится, на преодоление. Кто-то наверняка спросит, зачем это все было нужно? Ответ давным-давно дали геологи, обнаружившие, что Южная Якутия таит в своих недрах несметные богатства, в том числе уголь. Именно он стал виновником грандиозных перемен, пришедших на эту землю. В совершенно неосвоенном, малонаселенном районе предстояло построить один из крупнейших в мире угольный разрез, обогатительную фабрику, в конце концов, город со всеми его атрибутами. Осуществить все это было бы невозможно без энергии. Энергии человеческой и электрической. Если люди, молодые и дерзкие, съезжали сюда из разных уголков Советского Союза, то проблему нехватки электроэнергии нужно было решать радикально. Не секрет, что существовавшая в ту пору Чульманская ГРЭС ее малой установленной мощностью не отвечала новым требованиям. Так, в марте 1975 года строительная бригада на месте будущего поселка Серебряный Бор срубила первое дерево. А до пуска первого энергоблока станции оставалось целых 8 лет. Кто-то строит завод,
тянет ЛЭП по тайге, а у нас будет ГРЭС, вехой в каждой судьбе. Ярче тысячи солнц свет зажжем в той глуши, что ни годы, века прозябала в тиши. Мы разбудим тайгу ровным гулом турбин, и уже никогда ей заснуть не дадим. Город новый встает, что не в сказке сказать, лучше раз посмотреть, чем 100 раз описать. Будет город расти, с ним растут сыновья. У могучих машин дети сменят меня. К этой новой земле сердцем мы приросли, и уже нет нигде нам дороже земли. Можно только догадываться, каким долгожданным для строителей ГРЭС был момент ее пуска. Ведь все прекрасно понимали, что предстояла действительно большая и трудоемкая работа. Строительство электростанции мощностью 1200 мегаватт в условиях Крайнего Севера мировая практика такого еще не видела. Доказать, что все это возможно и осуществимо, взялись проектировщики Нерюнгринской ГРЭС, специалисты Новосибирского института теплоэнергопроект и строители управления Братскэнергострой. Пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний строителей связано с приходом на железнодорожную станцию ГРЭС первого поезда в августе 1978 года. Этого события ждали и искренне радовались ему как первой победе. Ведь впоследствии все тяжеловесное оборудование, которое поставляли для станции около 500 заводов-изготовителей, доставлялось прямо на строительную площадку так называемыми энергопоездами. 3 года потребовалось, чтобы возвести на реке Алангро плотину, в результате чего образовалось рукотворное водохранилище площадью 4,5 квадратных километра. Закладка дымовой трубы, способной выдержать даже самые сильные землетрясения, тоже стала важным этапом на пути к главному событию – пуску первого энергоблока. В 1983 году вот это была смена электрического цеха. Я работал начальником смены электроцеха. Володя Карпов старшим дымом, и Слава Уткин старшим дымом. Значит, вот это дело было зимой. Холодно было. Холодно было. Вечернюю смену. Включение блока досталось нам. Ну, в принципе, включение энергоблока в сеть – это, в общем-то, нормальная рядовая рабочая ситуация. Просто включение первый раз этого блока в сеть – это, конечно, большая удача этой смены. Это чистая случайность. Помню, что я пришел на Влочный для включения, зашел Чубков. Говорит, ты счетчик записал? Я говорю, нет. Значит, пошел, нашел счетчик. Я точно даже и не знал, где он стоит. Нашел, записал показания счетчика. После этого, значит, делали попытку включения. Ну, а первое включение прошло, в общем-то, не совсем гладко, потому что выключатель сорвался с защелки на первом повороте ключа. Ну и начальнику лаборатории пришлось подержать эту защелку, чтобы включиться все-таки в сеть. И Валентин Васильевич со второго раза, к сожалению, но в сеть включился нормально. Включение блока – это не только поворот ключа. Тут задействовано столько народа, что, как сказать, ну вот сейчас волнение даже больше, да. Надо сказать, что волнения не было, была какая-то настолько напряженная эта вся ситуация была, что это была работа, некогда было волноваться. Я даже был в процессе работы, я даже не знал, в каком состоянии блок, когда придет время, значит, когда сойдутся эти все параметры в кучу, чтобы его включить. Ну, запомнилось единственное, что счастливые лица, когда выходили с блочного люди после включения блока, вот это запомнилось. Это был 1983 год уже прошлого века. Тогда, впрочем, как и сегодня, успех любого крупного предприятия зависел в том числе и от профессиональных качеств его директора, как теперь говорят, менеджера. В 20-летней истории Нерюнгринской ГРЭС таких людей было 5. Первый – Букин Дмитрий Владимирович. Он стал директором еще строящейся станции в 1975 году. Работа с изыскателями, проектировщиками, строителями, комплектация оборудования, подбор кадров – весь этот громоздкий труд лег на его плечи. Именно Дмитрий Владимирович принимал ключи из рук строителей при сдаче первого энергоблока. Кстати, памятный знак «Камень-уголь» на въезде в поселок энергетиков Серебряный Бор был изготовлен и установлен по настоянию первого директора НГРЭС. А вторым стал в 1985 году Бабков Виктор Иванович, приехавший из Якутска. При нем был пущен третий энергоблок станции, налаживалась эксплуатация первой очереди. На протяжении 2 лет своего руководства Виктор Иванович уделял большое внимание социальным и бытовым проблемам коллектива предприятия. Строилось жилье, детские сады, школы.
В 1987 году с Чульманской ГРЭС на Нерюнгринскую станцию был направлен директором Александр Валентинович Крылов. Видимо, благодаря его знаниям и прекрасным организаторским способностям предприятие достигло пика выработки электроэнергии – более 3 миллиардов киловатт-часов в 1991 году. Четвертый директор Нерюнгринской ГРЭС Чубков Валерий Михайлович, что называется технарь, легко и нестандартно решавший производственные проблемы. Это при нем число рационализаторских предложений в год перевалило за 300, причем большинство из них успешно внедрялось в производство, делая его более эффективным. Не будем забывать, что период времени с 1994 по 1998 год был не очень благополучным для страны в целом и производства в частности. Невыплаты заработных плат, массовые волнения и забастовочные движения – все это не обошло стороной и Нерюнгринскую ГРЭС. В том, что кризис на предприятии был преодолен с малыми потерями, безусловно, есть заслуга и Валерия Михайловича Чубкова. А в 1998 году станцию возглавил молодой и энергичный Олег Владимирович Тарасов. Первое испытание в новой должности его ожидало уже на второй день. Случился дефолт 1998 года. К этому времени у предприятия уже были многомесячные долги по заработной плате. Теперь с уверенностью можно сказать, что новый директор успешно справился с этим экзаменом. Производство медленно, но верно шло в гору, выплаты зарплаты стабилизировались, был обновлен коллектив ГРЭС. Олег Владимирович, кстати, потомственный энергетик, закончив Читинский политехнический институт, на Нерюнгринскую ГРЭС пришел в 1983 году, то есть с пуском ее первого энергоблока. Начинал машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Менеджмент в условиях рынка». Квалификация – инженер-промтеплоэнергетик, менеджер высшей квалификации. Судя по всему, Олег Владимирович заслужил уважение не только коллектива родной станции, но и горожан. Сегодня он представляет их интересы в Государственной Думе Республики Ил-Тумен. Но не будем отвлекаться от сегодняшней именинницы, то есть самой станции. А тщетные попытки с нашей стороны разобраться, что у нее внутри и как это все работает, не увенчались успехом. Ясно одно. Нерюнгринская ГРЭС настолько огромный и сложный организм, что простому обывателю и разобраться трудно. Ну, а тот, кто разбирается, заслуженно назовет станцию одной из самых мощных в дальневосточном регионе по выработке электрической и тепловой энергии. Достаточно сказать, что корпуса станции располагаются на территории площадью более 1000 гектар. Сегодня в состав НГРЭС входят старейшая станция Нерюнгринского района, Чульманская ТЭЦ, городская водогрейная котельная, а также магистральные и городские тепловые сети. Ну и, конечно, цеха, подразделения, отделы и еще раз цеха. Как говорится, вспомним всех поименно. Котлотурбинный, топливотранспортный, электроцех, участок тепловой автоматики и измерений, химический цех, цех гидротехнических сооружений, районные тепловые сети, участок грузоподъемных механизмов, цех централизованного ремонта, ремонтно-строительный и железнодорожный цеха, лаборатория металлов и сварки, автотранспортный цех, а также служба охраны труда, производственно-технический отдел, отдел материально-технического снабжения и комплектации, отдел подготовки и проведения ремонтов, планово-экономический отдел, отдел кадров, участок автоматизированных систем управления, административно-хозяйственный отдел, 18-я пожарная часть, спортсооружения, здравпункт, правком и, конечно, бухгалтерия. Впрочем, слова, как всегда, скупы, а за всеми этими названиями люди. Причем не десятки и даже не сотни, а тысячи людей. И нерюнгринских окон негасимый свет – это в первую очередь их труд. И то, что жители нашего города основательно подзабыли, что такое верное отключение электроэнергии и не вовремя начатый отопительный сезон, тоже, видимо, хороший показатель хорошей работы коллектива энергетиков.